В эфире информационный выпуск Камши-Якушара. Здравствуйте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба президента. Как сообщил посол России в Абхазии Семен Григорьев, в 2018 году было принято решение увеличить количество избирательных участков на территории Абхазии с 9 до 16. Рауль Хаджимба отметил, что так как в Сухуми проживает самое большое количество избирателей, граждан Российской Федерации, необходимо увеличить количество участков. В ходе совещания было принято решение, не изменяя общего количества участков по республике, добавить еще один участок в Сухуми. Работа по координации подготовки к выборам поручена премьер-министру Беслану Барцец. Президент также поручил обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в день выборов. В соответствии с регламентом Народного собрания парламента Республики Абхазия группой депутатов было принято решение сформировать соответствующее депутатское объединение. В депутатскую группу вошли Алмазхан Ардзинба, Дмитрий Ардзинба, Илья Гуния, Левон Дащан, Каха Пертая, Беслан Смыр, Натали Смыр, Астамур Тарба и Александр Цишба. В соответствии со своими полномочиями депутатские объединения имеют право проводить обмен мнениями, предлагать проекты решений по всем вопросам ведения парламента, а также требовать по вопросам повестки дня предоставления слова депутатам, входящим в состав депутатской группы. Политсовет политической партии АПСН поддержал создание парламентской комиссии по расследованию факта помилования Лукавой и считает правомерным и обоснованным решение Народного собрания передать материалы комиссии в Конституционный суд. Об этом, в частности, говорится в распространенном заявлении партии. Политсовет политической партии АПСН призывает следовать дорожной карте, предложенной парламентом, за которую проголосовало подавляющее большинство депутатов разных политических взглядов, дождаться формирования Конституционного суда и его решения по данному делу. Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба министру внутренних дел Гари Аршба присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции. Информация о том, что Иналу Ардзинба, занимающему пост начальника Департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, указом президента России Владимира Путина присвоен классный чин действительного советника Российской Федерации 3-го класса, вызвал довольно неоднозначную реакцию на Украине. Этот факт прокомментировала на встрече с журналистами официальный представитель МИД России Мария Захарова. Информационное агентство ТАСС. Как бы вы прокомментировали реакцию украинских СМИ на присвоение классного чина действительного государственного советника 3-го класса Иналу Ардзинбе? Соответствующим указом президента Российской Федерации, начальнику Департамента управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, господину Иналу Ардзинбе был присвоен классный чин действительно государственного советника Российской Федерации 3-го класса. Это вызвало какую-то совершенно неадекватную реакцию у украинских средств массовой информации. Нас просто завалили вопросами, причем уже наши средства массовой информации, с просьбой прокомментировать, потому что в украинских СМИ все это было представлено как, там мастера, конечно, по вот такой черной пропаганде. Все это было приравнено к какому-то там воинскому званию, чуть ли не генерал-майора, за проведение каких-то там чуть ли не террористических кампаний на территории Украины. Полный бред, вообще какая-то, вы знаете, какое-то неравнодушное отношение у средств массовой информации Украины к Иналу Ардзинбе. Приходится уже не первый раз все это комментировать. Не знаю, то ли от собственного кадрового кризиса, то ли просто от желания постоянно найти каких-то внешних врагов, вот такое маниакальное желание отслеживать жизнь и карьеру российских чиновников. Я могу только одно порекомендовать в данном случае украинским средствам массовой информации: просто заняться, наконец, фокусировкой на собственных внутриполитических, экономических и социальных проблемах, собственных
собственной страны. И не искать внешних врагов, и тем более не придумывать такие новости, которые потом тиражируются. Вот лучше анализировать выполнение Киевом минских договоренностей. Мне кажется, всегда полезно. Надеюсь, что... Хотя, честно говоря, я даже и не надеюсь. Мне кажется, это какой-то просто любимый герой современного украинского эпоса Инал Арденба. Вечер памяти, посвященный январскому наступлению, прошел в Музее боевой славы имени Владислава Арденба. Мероприятие было организовано волонтерским центром «Апейпш» при Государственном комитете по молодежной политике. Наш корреспондент Сария Смыр побывала на встрече. 5 января 1993 года отряды абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумисты. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те суровые январские дни абхазская армия потеряла 37 бойцов, более сотни были ранены. Кавалер ордена Леона Надежда Ашуба, участница январского наступления, и сегодня вспоминает с болью те трагические события. Тяжело было отправлять ребят в наступление. Мы понимали, что многие из них не вернутся, говорит бывшая медсестра 2-го Верхнеширского батальона. 5 января мы находились при штабе, когда ребята готовились идти в наступление. Они у меня до сих пор стоят все перед глазами. Молодые, красивые. И все шутили. Очень много шуток было в тот вечер, когда они уходили. В одном из брошенных грузинами домов жил русский парень из Армавира Гена Кобыльцов. Он все время приходил к ребятам. И когда узнал, что идут наступления, он попросил комбата, чтобы ему позволили пойти с ребятами. Он не вернулся. Но столько было счастья в его глазах, когда он со всеми уходил. Даур Джопо, мы его Пилта называли. Он не получил ни единой царапины. Он замерз. На нем были легкие летние брючки, сорочка с короткими рукавами и кожаная курточка. Был такой Миша Орел. Наш замкомбата Руслан Халбад отправил его в Сочи. Ну, немножко отдохнешь там, молодых 2-3 ребят. Они на границе услышали, что готовится наступление. Мы на позиции не знали, там уже говорили об этом. И в ночь перед наступлением мальчишки приехали, сказали: ты что, говорит, хотел от нас избавиться? Они не вернулись. Перед началом памятного вечера присутствующие почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии минутой молчания. На встрече было много воспоминаний ветеранов о своих однополчанах. Студенты читали стихи, на экране был показан видеоролик о военных событиях. В этот вечер ветераны и молодежь говорили о том, насколько важно проводить подобные мероприятия. Ведь именно живое общение молодежи и ветеранов прививает подрастающему поколению любовь к родине и дает возможность узнать больше о событиях, которым уже четверть века. Отрадно нам, взрослым, тем более мне, как участнице войны, то, что молодежь подхватывает эти мероприятия, чтить историю и чтить память погибших. Для нас это очень важно. Родные сестры Амирана Берзиня, командира 2-го Верхнеширского батальона, который принимал участие в январском наступлении, известный дуэт сестры Берзиня, исполнили песню. Сария Смыр, Беслан Ченджерия, Абхазское телевидение.
Сухумскому троллейбусному парку полвека. 50 лет назад, в январе 1968 года, было принято решение запустить этот вид транспорта для обслуживания городского населения. Изначально троллейбусный парк был оборудован в районе Универсама. Первые два маршрута связывали городской рынок и район Турбазы. Тогда ходили троллейбусы ЗИУ-5. В 1972 году было построено новое депо по улице Гуместинская, которое до сих пор функционирует. От лица столичной администрации сотрудникам троллейбусного управления были вручены почетные грамоты. Рената Шакая продолжит тему. Перед Отечественной войной народ Абхазии в столице числилось 48 троллейбусов. Обслуживали 4 маршрута. Новый район Рынок, железнодорожный поселок Рынок, 12-я школа район Маяка, Тхубун, новый район Турбаза. Во время войны парку был нанесен значительный ущерб. После войны удалось собрать лишь несколько единиц транспорта. Все остальные были повреждены снарядами. Все линии по городу практически лежали на асфальте. Мы, находясь на линии фронта, пострадали немало. Здесь, когда падали снаряды, и наше здание, как бы административное, и депо немало пострадало, и троллейбусы, которые после войны даже восстановлению не подлежало, были такие даже и троллейбусы. Но все-таки силами наших работников, силами наших всех, мы смогли организовать выход троллейбусов в город. И за 50 лет очень много воды утекло. И поэтому разрешите поздравить вас и весь коллектив с 50-летием Сухумского троллейбусного ныне управления. Троллейбусы вновь вышли на городские улицы в апреле 1994 года. С тех пор движение не прерывалось. Первая восстановленная линия была новый район Рынок, затем до Киласура и Маяка. После войны трудно было, конечно. Все было оборвано, опоры валялись. Это во главе нашего руководства тихо-тихо восстановили. Когда троллейбус пошел, и действительно люди были очень рады этому. В 1972 году и по сей день работаю на этой же машине. Обслуживаем троллейбусную линию по городу Сухум. Приходится выезжать днем, ночью. Звонят, приезжаем ночью, мы круглосуточно дежурим, но приходится приезжать, выехать на линию, восстанавливать. Дождь, снег, мороз, для нас ничего не существует, мы работаем всегда. Троллейбусный парк – дотационное предприятие. В 2010 году парк был обновлен. 25 единиц подвижного состава было приобретено в городе Энгельс Саратовской области. С марта 2012 года 9-километровый участок второго троллейбусного маршрута, это линия от Рынка до 12-й школы, не функционировала до августа 2017 года. Был произведен капитальный ремонт всей линии. Троллейбусы в этом направлении теперь ходят исправно. Являясь экологически чистым и наиболее дешевым видом транспорта, троллейбус по праву пользуется большой популярностью среди жителей и гостей нашей столицы. Особенно актуальным является деятельность троллейбусного управления в сложных социально-экономических условиях для наиболее социально незащищенных групп населения. Именно поэтому руководство города старается удерживать беспрецедентно низкий тариф на существующем уровне, максимально поддерживать жизнедеятельность вашего предприятия и уже второй год изыскивает возможность увеличивать субсидирование на обеспечение вашей деятельности. Хотя, безусловно, и этого недостаточно. Как вы знаете, в истекшем году при помощи руководства страны была восстановлена троллейбусная линия Маяк-Тхубун. Несмотря на беспрецедентно низкий тариф, аналогов которому нет ни в одной из стран постсоветского пространства, дефицит запчастей, материалов, комплектующих, низкую заработную плату, сложные дорожные условия, благодаря вашему сложному самоотверженному труду ежедневно на маршруты нашей столицы выходит до 10 троллейбусов, которые обслуживают жителей и гостей нашего города. Сегодня стоимость проезда на троллейбусе 5 рублей. Это самый дешевый вид городского транспорта. Да еще и комфортный и экологичный. Вот почему и пассажиров хватает. Очень полезный, нужный вид транспорта. Я пользуюсь
Ну, при любой возможности, можно сказать. Меня это устраивает. И спасибо, очень водители, ну, я скажу, доброжелательные. Никогда грубо не ответят. Ну, спасибо им. И вообще троллейбусному парку. Для того, чтобы подготовить одного водителя, как минимум необходимо 6 месяцев. Это обучение механической и электрической частям, техники безопасности. 287 часов стажировки необходимо, чтобы кандидат на вождение троллейбусом поездил вместе с наставником ознакомиться с маршрутом. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Сухумском кафедральном соборе прошла конференция «Духовное наследие сухумских старцев». Мероприятие было посвящено глинским старцам митрополиту Зиновию и схиархимандриту Серафиму. Они приняли священство на территории Абхазии в Дранском Успенском монастыре. Схимитрополит Серафим, схиархимандриты Андроник и Серафим и другие сухумские старцы прошли через множество испытаний, изгнание из обители, лишение и мытарства в советских лагерях. Но несмотря на все трудности, на многочисленные расколы в обществе и церкви, глинские подвижники своим поведением и служением подавали личный пример, как правильно жить и молиться. Сегодняшний день для нас является днем подвига тех святых славян, которые после лихолетия на Руси оказались здесь у нас в Абхазских горах, на земле абхазской. И я почему сказал подвиг и начал свое с молитвой на абхазском языке, потому что это были такие инициаторы. Я говорю вам со слов отца Петра Самсонова, от которого я стал православным. Я не думал стать священником, но православным христианином мне виделось, что это очень важно, что это очень спасительно, и что особенно, что для меня было важным, это абхазский язык. И отец Петр, когда говорил тропари на абхазском языке «Отче наш», я был настолько удивлен, что этот русский человек, которого никто не заставлял, никто не убеждал в том, что надо. Это он знал, что он настоятель этого храма Лыхинского 40 с лишним лет, и он это делал для этих прихожан, для приходящих, чтобы каждый слышал на своем родном языке. В рамках конференции прошел показ 15-минутного фильма и презентация книг Зиновия и Николая Чесноковых о святых старцах. В мероприятии приняли участие протоиерей Александр Чесноков, который был 13 лет келейником у святого старца митрополита Зиновия и хорошо знал святых Серафима Романцова и Андроника, а также авторы ряда книг о глинских старцах братья Зиновий и Николай Чесноковы. На конференцию также были приглашены священнослужители, монашествующие и миряне, знавшие старцев, а также писатели, деятели культуры и искусства. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Профессор, доктор физико-математических наук, академик, член-корреспондент Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Георгия Дзидзария, заслуженный деятель науки Абхазии Январби Экба отметил свой 75-летний юбилей. Юбиляра чествовали в Академии наук Абхазии. Репортаж Али Китрапш. Январби Экба окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности геофизика, затем аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. В разные годы Январби Экба работал научным сотрудником и заведующим лабораторией Высокогорного геофизического института в Нальчике, директором Ставропольского научно-производственного геофизического центра. В ходе встречи друзья и коллеги Январби Экба отмечали, что его заслуги в науке поистине огромны, но при этом он остается скромным человеком. Это замечательный человек, это порядочнейший человек. Я абсолютно с уверенностью говорю об этом, потому что, работая с ним так долгие годы, ни разу не было такого случая, чтобы я усомнился в его искренности. Как коллега, как человек, как друг, он просто превосходный во всех отношениях. В
70-е годы под руководством Январби Экба были созданы экспериментальные геофизические установки, позволившие провести ряд исследований и выявить закономерности зарождения и роста ледяной фазы в облаках. Полученные результаты широко пользуются в оперативно-производственных работах по модификации погоды и радарной метеорологии. С 1999 года Январби Экба живет и работает в Абхазии, является заведующим кафедрой прикладной экологии АГУ. За период работы в университете ученый опубликовал множество научных статей, посвященных экологическим проблемам Абхазии. Январби Ильич удивительный человек, необычайно креативный, созидательный, который может увлекать и вести за собой. Такие люди в высшей степени необходимы. Январби Экба опубликовал более 150 научных работ и 3 монографии. За ним более 20 изобретений и патентов в области геофизики. За успехи, достигнутые в науке, награжден орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Ученому также вручили памятные подарки. Я выражаю большую благодарность. Я, с удовольствием, с большим удовольствием работаю в университете и с еще большим удовольствием работаю в Академии наук и в системе Академии наук. Потому что меня окружают люди очень доброжелательные и люди, которые действительно служат своему государству. Благодарен судьбе, что у меня появилась возможность в таких идеальных условиях, проводить, работать, использовать свои возможности. Профессор Январби Экба, несмотря на свой почтенный возраст, и сегодня активно занимается научной и педагогической деятельностью, прививая любовь к знаниям подрастающему поколению. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. По инициативе благотворительного фонда «Абхазия» при поддержке правительства и депутатов Народного собрания несколько лет назад стартовала акция, в рамках которой сельские школы республики оснащаются компьютерным оборудованием. 3 компьютера, проектор, специальное полотно и акустическую систему подарили Гумистинской средней школе. Репортаж Ирины Аршба. В декабре месяце прошлого года по инициативе благотворительного фонда «Абхазия» началась продажа так называемых красивых госномерных знаков для автотранспорта серии СОО. И вот первые результаты. На вырученные средства уже оснащены компьютерной техникой Творчалская 4-я средняя школа и школа села Река. Сегодня 3 компьютера, проектор, специальное полотно и акустическую систему преподнесли в дар Гумистинской средней школе. На праздники в гости ходят не с пустыми руками. Сегодня благотворительный фонд «Абхазия» презентует для Гумистинской средней школы компьютерную и другую оргтехнику. Я со своей стороны хотел бы искренне поблагодарить в первую очередь представителей попечительского совета, руководителей данного фонда в лице Мананы Квициня и Лаши Саканя. Это так здорово, когда есть что можно использовать для того, чтобы повысить свое образование. И я думаю, что это немаловажный процесс, который начался в нашем фонде. Одна из главных задач нашей страны – дать достойное образование каждому ребенку. Отсюда будет расти интеллектуальное новое общество. При полной реализации всех номерных госзнаков, предоставленных Министерством внутренних дел, не менее 15 школ республики будут оснащены компьютерной техникой. Данный проект реализовывается благотворительным фондом Абхазии при поддержке Кабинета министров Республики Абхазия в лице премьер-министра, который откликнулся на нашу просьбу, депутатов Народного собрания и, конечно же, Министерство внутренних дел и Управление ГАИ Республики Абхазия. Пока еще реализовали не такое большое количество государственных номерных знаков, но некоторые люди к нам пошли на уступки, и мы взяли заранее на первые 7 школ данное оборудование. Мы и надеемся, что реализуем все государственные номерные знаки, которые нам были выделены. И в случае успешной реализации мы охватим, я думаю, не менее 15 школ нашей страны. Так что такая огромная просьба уделить внимание нашему проекту и приобретать государственные номерные знаки серии СОО.
В Гумистинской школе обучаются 88 учащихся. Школа, как и все сельские учебные заведения, нуждается в капитальном ремонте. Но благодаря усилиям дружного педагогического коллектива, поддержке выпускников школы и родителей, здесь созданы необходимые условия для полноценного обучения детей. Несомненно, преподнесенные подарки сделают учебный процесс более интересным и содержательным. У нас было 3 компьютера, теперь нам подарили еще 3, и класс будет полноценным. То есть, если детям приходилось заменять друг друга, один за компьютером, другой занят какой-нибудь работой, то теперь смогут дети, уже большее количество детей может прямо находиться перед компьютером и работать. На следующей неделе в планах фонда передать компьютерную технику еще 3 школам города Сухум и некоторым школам Гудаутского района. Как говорится, тот, кто получает подарок, раскрывает ладонь, а тот, кто дарит, раскрывает сердце. Такие благотворительные акции – пример того, что в нашей стране немало неравнодушных людей, готовых оказывать помощь, открывать свои сердца тем, кто в этом нуждается. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ливневый дождь, в воскресенье ночью и утро дождь. Днем преимущественно без осадков. В понедельник дождь, переходящий в дождь со снегом, местами снег. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем 7-12 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.